Могу сказать одно, несказанно рад этому событию и надеюсь, что милостью духовного учителя наша совместная программа будет успешна. Ее успешность в том, чтобы постараться стать проводником своего духовного учителя, ничего особенно не домысливать, просто совместные усилия для того, чтобы исследовать свою духовную жизнь. ჰარე კრიშნა, ძვირფასო ერთგულებო, მოგესალმებით წმინდა თამადან მაიაპურიდან და იმედი მაქვს ჩვენი შეხვედრა იქნება წარმატებული და შევძლებ ერთად გამოვიკვლიოთ ჩვენი სულიერი ცხოვრება. Омагьяна Тимирантася Дьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шигураве Намахам Шичайтанья Манопиштам Стапитамена Путали Своям Рупа Кадамахьям Дадачисва Падантикам Триняда Писа Ничина Тарура Писахишнуна Аманина Манадена Киртания Сада Харик Panchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Эта Бхагавата Пурана сияет словно солнце, и она зашла сразу после того, как Господь Кришна, а вместе с ним религия, знания и прочее, ударился в свою обитель. ეს ფაგავატა პურანა მზესალმით ანათებს და ის მას შემდეგ ამოვიდა, რაც უფალი კრიშნა მასთან ერთად რელიგია ცოდნა და სხვა დანარჩენი თავის სამყოფალში წავიდა. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. ეს პურანა მოუტანს სინათლეს ადამიანებს, რომლებმაც დაკარგეს ხედვის უნარი კალის ეპოქის უყუნით წყუდიათში. Мы с вами сейчас отправимся в мир знаний, где великие души во главе с Сута Госвами исследуют некоторые события, с которыми столкнулись великие души, такие как Кашьяпа Муни. ჩვენ გადავალთ ახლა ცოდნის სამყაროში, სადაც სუტა გოსვამი ბრძენებთან ერთად შეიკრიბნენ და იკვლევენ მაგალითად კაშიაპა მუნის ცხოვრებას. Очень впечатляет его пример, как он пытается сделать так, чтобы не нарушить и обет свой, и в то же время э, сделать без эмоций самые благоприятные сделать поступки. Он не пытается гневаться, он пытается найти выход, и Кришна ему помогает. და ძალიან აღმაფრთოვანებელია ეს სიტუაცია, როდესაც ის ასეთ სიტუაციაშიც ცდილობს არ დაარღვიოს თავისი აღთქმა და შვიდად ისე იმოქმედოს, რომ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან და კრიშნაც ამხნევებს მას. Люди чести, они никогда не пытаются оспорить то, что уже обещали. То, что обещаешь, это уже не твое. ადამიანი, რომელსაც ღირსება აქვს, არასდროს აკეთებს იმას, რომ უარყოს თავისი პირობა, რაც უკვე დაპირდე, უკვე შენი არ არის, ეს უკვე დაპირდე. Но применяя брахманический разум и передаваясь Кришне, находят выход достойный. თუმცა, როდესაც ბრაჰმანულ გონებას ეყრდნობიან და კრიშნას ენდობიან, ღირსეულ გამოსავალს პოულობენ. Я хочу задать вопрос, сколько текстов мы можем с вами прочитать, чтобы это не нарушило регламент. მინდა გითხოთ, რამდენი ტექსტის საკითხოს შევძლებთ ერთად რეგლამენტი რომ არ დაიღოს. Харе Кришна, Парджани Махарадж Прабху, мои поклоны. Сколько вам нужно будет на сегодня передать то, что вы хотели, вы можете прочитать. Благодарю вас. Харе Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Я признаю вас, всех присутствующих, пожалуйста, примите это признание, и вместе в дружелюбной атмосфере отправимся в мир Намишарани, где великие святые вместе с Шрилой Прабхупадой
дают нам попытку понять, как можно жить, невзирая на трудные условия жизни. მე თქვენ გაღიარებთ, გთხოვთ მიიღოთ ჩემი აღიარება და ერთად მეგობრულ ატმოსფეროში გადავინაცვლოთ ნაიმშარანიას ტყეში, სადაც წმინდა პიროვნებები შლაპარკობადასთან ერთად გვაძლევენ საშუალებას, რომ შევიცნოთ ეს ყველაფერი. Шримад Бхагаватам, 6 глава, 18, текст 53. Я правильно так думаю, да? Окей. Стрио виравати чарит саргаганта бали манданаих патим чарчо патиштхеда тхия ет катхагадам чатам. Перевод. Женщина, давшая обет, должна поклоняться другим женщинам, имеющим детей и живых мужей, поднося им гирлянды, сандаловую пасту, украшения и другие дары. Забеременев, женщина должна поклоняться своему мужу и возносить ему молитвы, а также медитировать на него, созерцая его проявления в своем лоне. Это очень и очень сложный тип аскезы, который Кашьяпа Муни предлагает Дити. ეს ძალიან რთული ტიპის ასკეზა, რომელსაც კაშიაპა მუნი დიდის თავაზობს. Окей. Комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шилы Прабхупады. Ребенок в материальном лоне является частью тела ее отца, ее мужа. Поэтому муж в виде своего продолжения пребывает в лоне своей беременной жены. Это комментарий Шилы Прабхупады. თარგმანი ხალმა რომელმაც ეს აღთქმა დადო, თაყვანი უნდა სცეს იმ ქალებს, რომელთაც შვილები ჰყავთ და ვისი ქმრებით ცოცხლები არიან და ამის ნიშნად ზღუნად უნდა მიართვას ყვავილწნულები, სანდალოზის ხის საცხი, მორთულობები და სხვა ნივთები. ორწულმა ცოლმა თავის ქმარს უნდა სცეს თაყვანი და ლოცვები აღუვლინოს მას. მან მედიტაციას უნდა მიმართოს მისკენ და წარმოისახოს თითქოს იგი მასში, მის წიაღში იმყოფება. კომენტარები. დედის წიაღში მყოფი ბავშვი ქმრის სხეულის ნაწილია. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ქმარი, როგორც თავისი არსებობის გაგრძელება, ორსული ცოლის წიაღში იმყოფება. Окей. Это нужно вспомнить обязательно из Бхагавад-гиты одну очень важную шлоку. Ом Тринядапи Суничина. Пардон. Простите, пожалуйста, сейчас. Тадвитхи Пранипадена, Парипрашнена Севая, Упадекшанти те Гьянам, Гьянина Статва Даршинах. Чтобы получить милость, нужно сделать так, чтобы тот, кто дарует милость, он должен быть удовлетворен. По-другому милость из его сердца не выйдет. Она просто будет запечатана. წყალობა რომ მივიღოთ, ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ მის წყალობას გვაძლევთ ის კმაყოფილი იყოს. სხვაგვარად მისი გულიდან წყალობა არ გამოვა. Если обратиться к стиху, там сказано конкретно, да, что она должна делать, дети. Забеременев, женщина должна поклоняться своему мужу. თუ ლექს მივმართავთ, იქ სწორად წერია ნათლად რა უნდა გააკეთოს ქალმა, ქალი რომელიც დაფეხმძიმდება, თავის ქმარს უნდა სცეს თაყვანი. И возносить ему молитвы. და მას ლოცვები აღუვლინოს. То есть он для нее Бог. ანუ ის მისთვის ღმერთია. Она зависима. ის არის დამოკიდებული. И это без сомнения. და ეს უეჭველად ასია. Любое другое представление о женщине – это демоническое мышление. ნებისმიერი სხვა წარმოდგენა ქალზე ეს დემონური აზროვნება. И пусть каждый человек, который захочет так или иначе действовать по своей прихоти, он должен понимать, что он прямиком идет в демоническое лоно.
და ყოველი ადამიანი ამიერიდან ყოველმა ადამიანმა იცოდეს, რომ თუ მას თავის ხორცზე უნდა მოქმედება, ის მიდის დემონურ საშოში. Говорится, что еще она должна медитировать на него, созерцая его проявление в своем лоне. და ის ასევე უნდა იმედიტიროს მან ასევე იმით, რომ მის საშვილოსნოში მისი გამოვლენას ხედავდეს. Что происходит с плодом, который находится в лоне матери? და რა ემართება ნაყოფს, რომელიც დედის საშვილოსნოში. Этот плод, он прямо подключен к телу матери. ეს ნაყოფი პირდაპირაა მიერთებული დედის სხეულს. Естественно, что питание получает через тело матери. და ბუნებრივია, რომ კვებას იღებს დედის სხეულიდან. Но ему, этому плоду, также передается ее настроение, поклонение мужу. მაგრამ ამ ნაყოფს გადაეცემა ასევე დედის განწყობა ქმრის თაყვანისცემისა. В совокупности и тело, и сознание у этого ребенка должны проявиться очень здоровыми и интересными. და საბოლოო ჯამში სხეულიც და ცნობიერებაც ამ ბავშვს უნდა გამოუვლინდეს ჯანმრთელი ძალიან და საინტერესო. Итак, Шрила Прабхупада говорит об этом. Поэтому муж в виде своего продолжения пребывает в лоне своей беременной жены. ამის შესახებ შრილა პრაბჰუპადა ამბობს, ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ქმარი როგორც თავისი არსებობის გაგრძელება ორსული ცოლის წიაღში იმყოფება. Естественно, что медитируя на молитвенное настроение по отношению к мужу, этот плод точно так же обретает все благословения мужа. ბუნებრივია, რომ თუ ასეთ განწყობაში იმყოფება ცოლი ქმრის მიმართებაში, ნაყოფიც ყველა წყალობას იღებს. Окей. Текст 54. Самватсарам пумсаванам вратам этад авиплутам Тхараиш яси четупьям шакраха павита сутаха. Перевод. Кашьяпа Муни заключил, если ты будешь хранить этот обет, называемый Пумсавана, в течение 1 года, то у тебя родится сын, которому будет суждено убить Индру. Но если ты хотя бы немного отступишь от правил этого обета, то сын твой станет Индре другом. შემდეგი ლექსი 54. კაშიაპა მუნიმ დაასრულა თავისი დარიგება. თუ შენ ამ აღთქმას, რომელსაც პუმსავანა ეწოდება, 1 წლის მანძილზე დაიცავ, ისეთ ვაჟს შობ, რომელსაც ინდრას მოკლა ექნება დაბედებული. მაგრამ თუ აღთქმის წესებიდან მცირედიც დაარღვიე, შენი ვაჟი ინდრას მეგობრად დაიბადება. Окей. Шрила Прабхупада этот стих оставил без комментария, но очень четко видно, что у Кашьяпы Муни очень светлое сознание. შრილა პრაბჰუპადამ ეს ლექსი კომენტარების გარეშე დატოვა, თუმცა ძალიან ნათლად ჩანს, რომ კაშიაპა მუნის ნათელი ცნობიერება აქვს. Удивительно, что Кашьяпа Муни, он согласился исполнить ее желание, которое обещал, но с другой стороны дал аскезу, которая должна была ее вывести на уровень преданного служения. ერთის მხრივ კაშიაპა მუნიმ ისეთი ასრულებს თავის პირობას, მეორეს მხრივ კი ისეთი ასკეზა მისცა, რომელიცაც შეუძლია ის ერთგული მსახურების დონეზე აიყვანოს. То есть получается, что этот год она должна была исполнять такие обеты, которые очистили бы ее от всех вредных желаний. გამოდის, რომ ეს წელი მას ისეთი აღთქმები უნდა შეესრულებინა, რომელიც გაწმენდავდა მას ყველანაირი ცუდი სურვილებისგან. И мы знаем, что вместо того, чтобы убить Индру, это удивительно, что сейчас произойдет. Это Кашьяпа Муни понимал, у него было видение, да, как это все может произойти. И поэтому эти суровые аскезы она обязательно бы однажды нарушила, потому что женское тело не приспособлено к таким аскезам.
და კაშიაპამუნი ხვდებოდა, რომ დიტი რაღაც მომენტში ამ ასკეზებს დაარღვევდა, რადგან ქალური სხეული ესეთი ასკეზებისთვის არ არის განკუთვნილი. Он прекрасно понимал, что вот эта злость, которая у нее есть, материнская злость, которая проклинает Индру сейчас, она должна смягчиться в этих аскезах, которые он дал ей. მას კარგად ესმოდა, რომ ეს დედობრივი ბრაზი, რაც მას ჰქონდა და ბოროტება, გარკვეულწილად შემცირდებოდა იმ ასკეზით, რაც მას მისცა. И он прекрасно понимал, что она ошибется. და კარგად ესმოდა, რომ მას შეეშლებოდა. У него был союзник, Вишну, მას ჰყავდა მოკავშირე, ვიშნუ. поэтому он Кашьяпа-Муни. ამიტომაც არის კაშიაპამუნი. Это не то, что он только владелец всех мистических сил. У него есть союзник, которого мистические силы беспредельны. მხოლოდ ის კი არ არის, რომ ის მისტიკურ ძალებს ფლობს. მას ჰყავს ისეთი მოკავშირე, რომელსაც უსაზღვრო მისტიკური ძალები აქვს. Поэтому Кришна не оставляет его в этом трудном положении и помогает. ამიტომაც კრიშნა არ ტოვებს მას ამ რთულ მდგომარეობაში და ეხმარება. И сын твой станет Индре другом. და შენი ვაჟი ინდრას მეგობარი გახდება. Текст 55. Ватхам ити апью петятхам дити раджан махаманахам кашьяпад карпам адхатам вратам чанджо датхара са. Перевод. От царь Парикшит. Дити, жена Кашьяпы, согласилась пройти очистительный обряд Пумсавана и сказала: да, я во всем буду следовать твоему наказу. С великой радостью она зачала, приняв семя Кашьяпы, и приступила к ревностному исполнению обета. 55 ლექსი. ომეფეო პარიქშით. დიტიმ კაშიაპას ცოლმა პუმსავანად წოდებული განწმენდი პროცესის შესრულებაზე თანხმობა განაცხადა. დიახ, მე ყველაფერს შენი მითითებების თანახმად შევასრულებ. კაშიაპა მუნისგან თესლი დიდი სიხარულით მიიღო და დიდი მონდომებით დაიწყო აღთქმის შესრულება. Это мы должны быть насторожены, да, когда мать, когда женское это сердце ожесточено, насколько это мотивирует ее, и фактически человек может стать безумным в своем желании достичь цели. ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, თუ ქალის გული გაქვავებულია, რამდენად დიდ мотивაციას აძლევს მას, რომ თავის მიზანს მიაღწიოს. Они не думают о том, что будет впереди, они знают, что хотят сейчас. ისინი არ ფიქრობენ შემდეგ რა იქნება, ის მათ იციან ის, რაც ახლა უნდათ. Поэтому наша задача научиться на примере Кашьяпы Муни не совершать вот таких необдуманных поступков. ამიტომაც ჩვენ ნივალია ვისწავლოთ კაშიაპამუნის მაგალითზე, რომ არ ჩავიდინოთ ასეთი დაუფიქრებელი ქმედებები. И в то же время стать как можно ближе к такому сознанию, которым обладал Кашьяпа Муни. და ამავე დროს რაც შეიძლება ახლო მივიდეთ ისეთ ცნობიერებასთან, როგორცაც კაშიაპამუნი ფლობდა. Это его брахманическое могущество. ეს არის მისი ბრაჰმანული ძლევამოსილება. И мы знаем от Ачарья Дева, что силу эту духовную дает нам чистота. და ჩვენ აჩარია დევასგან ვიცით, რომ სულიერ ძალას გვაძლევს სიწმინდე. Это бесспорно. Сила – это чистота, внутренняя и внешняя. ძალა არის სიზუფთავე, შინაგანი და გარეგანი. Остальные качества, естественно, проявляются по милости духовного учителя и Бога. სხვა დანარჩენი ღვთისმსება კი ბუნებრივად ვლინდება სულიერი მოზღვრის და ღმერთის წყალობით. Опять же, Кришна учитывает наши желания. კრიშნა ამ კიდევ ითვალისწინებს ჩვენს სურვილებს. Как и что проявляется внутри нас. რა და როგორ ვლინდება ჩვენს შიგნით. Не у всех одинаково это проявляется по одной причине, что мы индивидуальные души.
ყველას ერთნაირად ეს არ უვლინდება იმის გამო, რომ ჩვენ ინდივიდუალური სულები ვართ. Поэтому вот это духовное разнообразие, оно очень многогранно. ამიტომაც ეს სულიერი მრავალფეროვნება ძალიან მრავალმხრივია. Кто-то может стать великим муни, а кто-то просто скромным слугой Верховной Личности Бога. ვიღაც შეიძლება დიადი მუნი გახდეს, ვიღაცა კი უბრალოდ უზენაესი უფლის თავმდაბალი მსახური. Это высшая форма мистического могущества. ეს არის მისტიკური ძლევამოსილების უმაღლესი ფორმა. Потому что он свободен уже от желания обладать какими-то мистическими силами. Он просто понимает и принимает. Да, я слуга твой, вечный слуга твой, Верховная Личность Бога. ანუ მას არ აქვს სურვილი რაიმე მისტიკურ ძალებს ფლობდეს, ის უბრალოდ იღებს კი მე უზენაესი უფლის შენი მსახური ვარ. Это высшая форма мистического могущества. ეს არის მისტიკური ძლევამოსილების უმაღლესი ფორმა. Если мы вспомним о том, как гопи, они даже не признавали в Кришне Верховную Личность Бога. Его они просто любили. შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ გოპები არ აღიარებდნენ, რომ კრიშნა უზენაესი უფალია, მათ უბრალოდ უყვარდათ ის. Дело в том, что любовь – это самая высокая форма мистической силы. საქმე იმაშია, რომ სიყვარული მისტიკური ძალის უდიდესი форма. Самое благоприятное, самое могущественное, самое необъятное. В принципе, для любви нет границ. ის არის ყველაზე ძლევამოსილი, ყველაზე დიადი უსაზღვრო სიყვარულს საზღვარი არ აქვს. Причина простая. Это единственное, на что попадается в ловушку такую сам Господь. მიზეზი მარტივია, ეს არის ერთადერთი რამ, რაშიც თავად უფალიც ექცევა ხოლმე. А если он попадается, попадается все его могущество также. თუ ის ამაში მოექცა, შესაბამისად მთელი მისი ძლევამოსილებაც ამაში მოექცევა. Все возможности, которыми обладает Кришна, это становится достоянием таких душ, хотя они об этом никогда не думают. ყველა შესაძლებლობა, რასაც კრიშნა ფლობს, ამ სულების შესაძლებლობაც ხდება, თუმცა ამაზე არ ფიქრობენ ხოლმე ეს სულები. Это абсолютная свобода. ეს არის აბსოლუტური თავისუფლება. Но в любви к Богу очень важно не путать это с имперсональной свободой. თუმცა ღმერთის სიყვარულში ძალიან მნიშვნელოვანია ის არ აგვერიოს იმპერსონალურ თავისუფლებაში. Как мы можем проявлять любовь, если есть объект любви? როგორ შეგვიძლია გამოვავლინოთ сиყვარული? მაშინ შეგვიძლია თუ სიყვარულის ობიექტი. Иначе это будет какая-то шкатулка, в которой что-то запечатано. От нее никакого проку нет. სხვაგვარად ეს იქნება უბრალოდ რაღაც ყუთი, რაშიც რაღაც დევს, ის არაფერს მოგვიტანს. Итак, если есть любовь, должен быть объект любви. ამგვარად თუ არის სიყვარული, უნდა იყოს სიყვარულის ობიექტი. И очень важно, чтобы этот объект был достойным. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ობიექტი ღირსეული იყოს. Потому что ничего не происходит без обратной связи. რადგან არაფერი ხდება უკავშირის გარეშე. Если мы проявляем любовь только к бомжам, мы получаем благословение этих бомжей. თუ მხოლოდ უსახლკაროების მიმართ ვავლენთ სიყვარულს, ჩვენ ამ უსახლკაროების წყალობას ვიღებთ. Нужна нам такая милость? ჩვენ გვჭირდება ასეთი წყალობა? Разумеется, нет, потому что они будут благословлять нас теми ресурсами, которыми обладают. რა თქმა უნდა არა, რადგან ისინი მოგვწევენ იმ წყალობას იმ რესურსებზე, რასაც ფლობენ. В первой песне Шримад Бхагаватам говорится, в 17 главе Бхагавад-гиты говорится о том, что даже благочестивые деяния, даже в благоприятном месте, для благоприятных живых существ, если это совершается в гунах страсти и невежества, это дорога в ад. Bhagavad-gītās მე-17 თავში ნათქვამია, თუნდაც სასიკეთო ადგილას, სასიკეთო საქმიანობები სრულდებოდეს, თუ ეს ვნების გაუმეცხრების გუნაში სრულდება, ეს არის გზა ჯოჯოხეთისკენ. Только с любовью и преданностью. Это имеет значение.
მხოლოდ სიყვარულით და ერთგულებით თუ სრულდება, ამას აქვს მნიშვნელობა. Поэтому здесь можно сделать резюмирующую такую вот платформу. Что бы мы ни делали, мы должны делать с любовью, с упоением, с радостью, преданностью. აქ შეიძლება შევაჯამოთ, რომ რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, უნდა გავაკეთოთ სიყვარულით, სიხარულით, ერთგულებით. Шри Кришна говорит, я даю тонкий разум, с помощью которого ты придешь ко мне. Это Бхагавад-гита. ბაგავად გიტაში კრიშნა ამბობს, რომ მე ვიძლევნი ნატიფ გონებას, რომლის საშუალებითაც ჩემამდე მოხვდა. Окей. Текст 56. Мат Ишвасур Абхипраям Индра Аджная Манадам Шушруша Нина Шрамастхам Титим Парячарат Кавихам. О царь, славящийся своим почтением к каждому, славящийся своим почтением к каждому. То есть Шри Кришна здесь говорит очень интересные слова. О царь! Во-первых, отношение, обратите внимание, пожалуйста, насколько оно уважительное, потому что перед ним великий преданный Господа, Шукадева Госвами, он понимает его положение. О царь, славящийся своим почтением к каждому. Ты такой царь, который славится своим почтением к каждому. Удивительное положение. აქ უნდა დავაკვირდეთ, როგორ არის მიმართვა. ო მეფეო, განდიდებულო იმით, რომ ყველას პატივისმცემელი ხარ. ძალიან საინტერესო მდგომარეობაა, ვის არის განდიდებული იმით, რომ ყველას პატივისმცემელია. Удивительно другое, что он обращает внимание, почему он славный. Потому что он славится почтением к каждому. საოცარი ის არის, რას აქცევს ყურადღებას, რატომ არის ის განდიდებული? იმიტომ, რომ ყველას მიმართ პატივისცემით არის განდიდებული. И Шукадева Госвами продолжает. Прознав о намерениях Дити, Индра замыслил план спасения. Ставя самосохранение превыше всего, он решил помешать своей тетке исполнить ее обет. С этой целью он стал прислуживать Дити, которая поселилась в уединенном ашраме. და აგრძელებს შუკადევა გოსვამო. ინდრა მიხვდა დიტის განზრახვას და თავის გადასარჩინად გეგმა მოიფიქრა. თვით შენარჩუნება ბუნების მთავარი კანონია. მისთვისაც თავის დაცვა უპირველესი საზრუნავი იყო და გადაწყვიტა თავისი დედისთვის აღთქმის შესრულებაში ხელი არ შეეშალა. Стоп, нет. Напротив своей тетки он должен был помешать своей тетке исполнить ее обет. Помешать. Ну, значит, просто неправильно написано на грузинском. თავისი დედისთვის აღთქმის შესრულებაში ხელი შეეშალა, მაშინ ის იქნება. Верно, да. Если это ошибка, маленькая птичка, отметьте, пожалуйста, там, чтобы можно было дальше редактировать. Это очень грубая ошибка. Да, это пока не издано, надо еще пересмотреть. Ага. Окей. Ну, отметьте, пожалуйста, это Да, важно. да, отметьте. Окей. Здесь мы видим действительно, да, что Индра очень могущественный. Он не просто где-то занимает какой-то трон, да, и он наслаждается там танцами с апсарами и подобными вещами. Это очень удивительная душа, которая была отмечена Богом, то есть она в состоянии нести это бремя любви, но у нее есть обусловленность определенная. Хоть и это царь высших планет, все равно это обусловленная душа. აქ უნდა ყურადღება მივაქციოთ, ინდრა არ არის უბრალოდ ვიღაც პიროვნება, რომელიც აფსარებთან ცეკვავს, ის ისეთი პიროვნება, რომელსაც შეუძლია ეს როლი შეასრულოს, ეს ტვირთი ატაროს, თუმცა ამის მიუხედავად ის მაინც ექცევა გაპიროვნებული სულია მაინც. И вот здесь его мотивация очень интересно
как Кришна на сцене материальной природы, да, посмотрите, как он развивает желание Кашьяпы Муни. Как удивительно он воплощает в жизнь это задуманное Брахманом Кашьяпа Муни. საინტერესოა ძალიან როგორ ასრულებს კრიშნა იმ სურვილს, რაც კაშიაპა მუნიმ ჩაიფიქრა ამ ყველაფრით. Обратите, пожалуйста, внимание, с одной стороны есть супермотивация, да, достичь цели, с другой стороны есть желание у Кашьяпы Муни это помешать этому процессу, но в то же время исполнить ее желание, да. И третий момент, как Кришна организовывает этот процесс теперь, да, чтобы случилось и то, и другое. წარმოიდგინეთ რა მომენტია, დიტის ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ ეს შეასრულოს, კაშიაპა მუნის აქვს სურვილი რომ ეს საბოლოო ჯამში დიტის ხელი შეეშალოს, მაგრამ ამავე დროს მისი სურვილიც შესრულდეს და მესამე ნაწილი არის კრიშნა როგორ ახორციელებს ამ ყველაფერს. И еще один момент, обратите, пожалуйста, внимание, что Дити является тетей для Индры. და კიდევ ერთი მომენტია, გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ, რომ დიტი არის ინდრას დეიდა. Удивительно, правда, что это одна династия. საოცარია, რომ ეს ერთი დინასტია. И вот в этой династии происходят вот такие игры. და ამ დინასტიაში ეს თამაშები ხდება. Это обычно свойственно царям и царскому роду. ეს როგორც წესი ჩვეულია მეფისთვის და სამეფო გვარისთვის. Эти интриги за власть, за влияние, они постоянны в этом царственном обществе. და ეს ინტრიგები ძალაუფლებისთვის, სამეფო გავლენისთვის მუდმივად არის ამ საზოგადოებაში, ამ სამყაროში. В праве наследования многие строят интриги, потому что обусловлены гунами невежества и страсти. და მემკვიდრეობის უფლების გამო ბევრი ინტრიგებს აწყობს, რადგან უმეცრების და უნების გუნით არიან გაპიროვნებული. И история повествует очень много таких случаев, когда царевичи не выживают, когда цари очень мало живут, они отравлены или убиты в заговорах. და ისტორია ბევრ ასეთ ამბავს გვითხრობს, როდესაც მეფეები ასე შეთქმულებით არიან მოკლულები. И теперь возникает вопрос, неужели милостью духовного учителя мы, прозревшие, можем мечтать о каких-то влияниях в материальном мире или особом положении, когда все умирает? ახლა კი ჩდება კითხვა, ნუ თუ ჩვენ რომელმაც გამოვიღვიძეთ სულიერი მოძღვრის წყალობით, შეგვიძლია ვიუსნებოთ გარკვეულ გავლენაზე განსაკუთრებულ მდგომარეობაში, განსაკუთრებულ მდგომარეობაზე, ასეთ შემთხვევაში ყველაფერი კვდება. Если все и так должно умереть, получается, за этот короткий промежуток времени, если мы достигнем какого-то небольшого успеха, мы готовы платить тяжелейшие кармы, платить. რადგან ყველა კვდება ამ სამყაროში, გამოდის, რომ ამ პატარა დროის მონაკვეთში რაიმე წარმატებას რომ მივაღწევთ, ჩვენ გადახდა მოგვიწევს მძიმე კარმით. И вот здесь очень важно проявить одного из врагов в уме – это безумие. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გამოვავლინოთ ჭკუის ერთ-ერთი მტერი სიგიჟე. Да. И это безумие касается даже высших планет. და ეს სიგიჟე ასევე ეხება ზედა მაღალ პლანეტებსაც. У нас есть 6 врагов, да, согласно Бхагаватам. Гордость, жадность, гнев, иллюзия, безумие, ревность. ბაგავატამის მიხედვით ეს 6 მტერი ყავს. И в соответствии с этим утверждением мы видим, как безумство овладевает Дити. და ამ მტკიცების შესაბამისად ჩვენ ვხედავთ სიგიჟე როგორ იპყრობს დიტის. Но в то же время мы видим, как и Индра подвержен каким-то вот врагам в своем уме. ამავე დროს ვხედავთ იმასაც ინდრა როგორ ექვემდებარება თავისი ჭკუის მტრებს. Кто из врагов? Ревность. და აქ არის მტერი ეჭვიანობა. Удивительно, правда, как они между собой это воюют теперь, эти враги. საინტერესოა ერთმანეთს როგორ ემტერება ეს მტრები. Это
Удивительно, это божественная энергия, гун материальной природы, она целиком захватывает любую душу на любом уровне. საოცარია, რომ ეს მატერიალური ენერგია ყველა სულს, ყველა დონეზე მთლიანად იპყრობს. Единственный путь – это лотосные стопы духовного учителя. და ერთადერთი გზა არის სულიერი მოძღვრის ლოტოსის степები. Просто эти истории глубоко изучить и сказать, мне это не пригодится. უნდა ეს ისტორიები ღრმად შევისწავლოთ და თქვათ, მე ეს არ გამომადგება. Мне нравится только та часть, где Кришна вмешивается и самым благотворным образом решает эти трудные вопросы. მე მხოლოდ ის ნაწილი მომწონს, სადაც კრიშნა ერევა და ძალიან სასიკეთოდ ჭრის ამ რთულ საკითხებს. Если уже быть в материальном мире иногда, то хотя бы как Нарада Муни. თუ ზოგჯერ მატერიალურ სამყაროში ვიქნებით, მაშინ ნარადა მუნიმ როგორც არის, მას მაინც უნდა ვიყოთ. Он очень крутой менеджер, он всегда организовывает какие-нибудь конфликты. ძალიან მაგარი მენეჯერია და ყოველთვის რაღაც კონფლიქტების ორგანიზებას ახდენს. Но в то же время все конфликты заканчиваются очень благоприятно для преданных. მაგრამ ამავე დროს ყველა კონფლიქტი ძალიან სასიკეთოდ სრულდება ერთგულებისთვის. То есть быть в таком положении – это нормально, это интересно. ასეთ მდგომარეობაში რომ ვიყოთ, ნორმალურია, ეს საინტერესოა. Но если мы будем в рабстве у своих чувств, тогда вряд ли это будет интересно. მაგრამ თუ ჩვენი გრძნობების მონობაში ვიქნებით, მაშინ ეს ალბათ არ იქნება საინტერესო. Это будет похоже на то, как кура, когда она поднимается и буйствует, она сносит все на своем пути. ეს გავს იმას, როდესაც მტკვარი, როდესაც ზემოთ იწევს და აბობოქრებულია, ყველაფერი მიაქვს თავის გზაზე. Абсолютно все сметает на своем пути. მთლიანად ყველაფერი მიაქვს. Это гуна страсти и невежества, ეს არის უნების და უმეცრების გუნა, где царствует лень и праздность. სადაც მეფობს სიზარმაცე. Праздность еще. Праздность, как на грузинском, если поможет. Окей. Праздность. Сейчас попробуем найти. Это очень важное слово. Шрила Прабхупада говорит, праздность для ума, что сети дьявола. Это когда люди находятся в иллюзии. ანუ როდესაც ადამიანები ილუზიაში არის. И у них есть какие-то материальные приоритеты. და მათ აქვთ რაღაც მატერიალური პრიორიტეტები. Это праджалпа в том числе. მათ შორის პრაჯალპა, Критика. კრიტიკა. Любое состояние эксперта. ნებისმიერი ექსპერტის მდგომარეობა. Почему? По одной причине, что эксперт перестает расти. რატომ? იმ მიზეზით, რომ ექსპერტი წვეთს ზრდას. В Бхагавад-гите, 18 главе говорится, это, по-моему, за 50-ми текстами, да, почти в конце, что действуй, иначе станешь сам объектом действия, говорит Кришна. Bhagavad-gītას 18 თავის ბოლოს კრიშნა ამბობს, იმოქმედე თუ არა მოქმედების ობიექტი გახდები. Причина простая. Гуны природы имеют божественную силу над тобой. მიზეზი მარტივია, ბუნების გუნებს ღვთაებრივი ძალა აქვს შენზე. Единственный шанс выйти из-под этого влияния – это довериться Богу непосредственно. ერთადერთი შანსი, რომ ამ გავლენიდან გამოვიდეთ, არის უშუალოდ მივენდოთ ღმერთს. Прошу прощения, здесь так, Эрдгулеби, так. Праздность можно определить как склонность к самодовольству и безделью. Замечательно, благодарю вас. Вот Вишну Шакти Прабху подсказывает, как определить праздность. ანუ ეს სიტყვა შეიძლება განმარტოთ როგორც თვითკმაყოფილება და უსაქმურობა. Да. На самом деле слово праздность, оно более широкую имеет спектр, но это очень существенные детали. სინამდვილეში ამ სიტყვას კიდევ უფრო ფართო სპექტრი აქვს, მაგრამ ეს ძალიან არსებითი დეტალებია. Да. Окей. Итак, вопрос. Каким я хочу прийти к финишной черте? Это неизбежность.
ახლა კი შეკითხვა, როგორ მინდა მივიდე საფინიშო ხაზამდე, რაც გარდაუვალია. И, естественно, нам придется сдавать тест. და ბუნებრივია ჩვენ ტესტის ჩაბარება მოგვიწევს. Что отпечатается на зеркале нашего ума? რაც აღიბეჭდება ჩვენი ჭკუის სარკეში. Видя, как эта игра проходит на страницах Шримад Бхагаватам, мы можем конкретно понять, да, как много тревог у Индры, в том числе, это царя небес, как много тревог, обратите, пожалуйста, внимание, один брахман, имеющий могущество здесь, как может влиять на положение Индры, царя небес. აქ შეგვიძლია ყურადღება მივაქციოთ, რასაც ვკითხულობთ ინდრას, რომელიც ზეცის მეფეა, მასაც კი ამდენი პრობლემა აქვს ერთმა ბრძენმა, რომელიც ფლობს ძლევამოსილებას, ამხელა პრობლემები შეუქმნა ინდრას. И в то же время обратите внимание, пожалуйста, с чего все началось. Материнское сердце разбито. ამავე დროს მიაქცეთ ყურადღება, რითი დაიწყო ყველაფერი. დედის გული არის გატეხილი. То есть получается, что полубоги тоже в какой-то определенной обратной зависимости находятся от нас. გამოდის, რომ ნახევარმართებიც კი რაღაც კუთხით ჩვენზე არიან დამოკიდებული. И чем больше мы обретаем чистоту и могущество, тем более они становятся опасными для тех, кто выше нас. და რაც უფრო მეტად მოვიპოვებთ სიწმინდეს და ძლევამოსილებას, მით უფრო ისინი ხდებიან სახიფათო მათთვის, ვინც ჩვენზე მაღლაა. Поэтому мы должны быть очень читабельны, то есть однолики, чтобы нас понимали, где наша мотивация, куда мы идем и чего желаем. ამიტომაც ჩვენ ძალიან წაკითხვადები ერთსახოვნები უნდა ვიყოთ, რომ ესმოდეთ ყველას საით მივდივართ და რა გსურს. Чтобы не оказаться в числе тех, кем занимается конкретно Индра. რათა მათ რიცხვში არ აღმოჩნდეთ, რითიც კონკრეტულად ინდრა დაკავებული. Если мы будем читабельны дуалистично, это вызовет тревогу. თუ ჩვენ წაკითხვადები ორ მხრივად ვიქნებით, მაშინ ეს გამოიწვევს აფორიაქებას, განგაშს. Учитывая могущество тех, кто выше нас, они причинят нам большое беспокойство. და შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ მათი ძლევამოსილებას, ვინც ჩვენზე მაღლა დგას, ისინი ძალიან დიდ პრობლემებს შეგვიქმნიან. Поэтому наша мотивация должна быть читабельна. ამიტომაც ჩვენი мотивация უნდა იყოს წაკითხვადი. Дальше перечисляется, как Господь Индра достиг своего желаемого, как он это делал. Ну, эти стихи мы пока оставим на позже. Будут наверняка хорошие чтецы, и они дадут вам больше понимания, да, и больше дружелюбия. Очень важный момент есть. Вот это слово «дружелюбие» в последующих стихах, оно будет акцентировано, потому что само дружелюбие – это отмычка от любого сердца. ჩვენ აქ გავჩერდებით, შემდეგ უკვე იქნება მოთხრობილი ინდრა როგორ აკეთებს ამ ყველაფერს და ვინც წაიკითხავს, ალბათ ისინი გახსნიან და ამ ლექსებში არის ხაზგასმული კეთილგანწყობა, სიტყვა კეთილგანწყობა. Что мы можем взять как резюме от сегодняшней встречи? რა შეგვიძლია ავიღოთ როგორც რეზюме დღევანდელი შეხვედრიდან? Прежде всего, мы должны помнить о том, что женское целомудрие – это великая мистическая сила. პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ქალის უბიწოება არის დადიანი მისტიკური ძალა. Мы должны помнить в том числе, что Гандхари прокляла род Ядовов. ჩვენ ასევე უნდა გვახსოვდეს ის, რომ განდჰარიმ დაწყევლა ядовების დინასტია, საგვარეულო. И все Ядовы, победившие в войне, погибли. და ყველა ядовი, ვინც ომში გაიმარჯვა, მოკვდა.
И здесь сейчас происходит что-то похожее, может быть, в локальном аспекте, но очень похожее явление. და აქ ძალიან მსგავსი რაღაც ხდება, შეიძლება ლოკალურ ასპექტში, თუმცა ძალიან მსგავსი. Мы не можем игнорировать целомудрие. ჩვენ ვერ დავაიგნორებთ უბიძღოებას. Это нравится верховной личности Бога. ეს მოსწონს ღმერთს. Поэтому Кришна может пожертвовать даже собственной готрой. ამიტომაც კრიშნას შეუძლია თავისი გოტრაც კი გაწიროს. Во имя этой удивительной мистической силы. ამ საოცარი მისტიკური ძალის სახელის გამო. Это целомудрие, чистота женского сердца. ეს არის ქალის გულის სისუფთავე, უბიძღოება. Поэтому задача наша простая – получить духовное образование, и, как говорится в Шримад Бхагаватам в 11-й песне, это должно стать естеством нашим. Мы должны не потому что, а просто как естество вписываться в правила духовной жизни. ამიტომაც ჩვენი ვალი მარტივია, ჩვენი ვალია რომ შევისწავლოთ, მივიღოთ სულიერი განათლება და ეს გახდეს ჩვენი არსი ბუნებრივად, არა იმიტომ ვაკეთოთ რაღაც რომ ასე წერია, არამედ ჩვენი არსი გახდეს. Как дети, говорится там, как дети, одноликие. როგორც ბავშვები უნდა ვიყოთ ერთსახოვნები. Они не думают, они логического обоснования своему поведению не предъявляют. ისინი არ ფიქრობენ და ლოგიკურად არ ახსნიან თავიანთ ქმედებებს. Они просто действуют в этом состоянии. ისინი უბრალოდ ამ მდგომარეობაში მოქმედებენ. И мы еще раз вспомним, что если мы практикуем со всей ответственностью хотя бы 3 месяца подряд в аскезе, то это становится доброй привычкой нашей. და უნდა გავიხსენოთ ასევე თუ მთელი პასუხისმგებლობით 3 თვე მიყოლებით რაღაც ასკეზას უასრულებთ, ეს ჩვენ შეფროვაში გვიჯდება. Мы так можем сформировать свою будущую жизнь. და ასე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მომავალი ცხოვრების ფორმირება მოვახდინოთ. И это без сомнения. და ეს უეჭველად დასია. Кришна говорит, я исполняю желание. კრიშნა ამბობს, მე სურვილებს უასრულებ. И вот мы такие разные по одной простой причине. У нас были разные желания в прошлом. და ჩვენ ასეთი სხვადასხვანაირები ვართ. ერთი უბრალო მიზეზით ჩვენ სხვადასხვანაირი სურვილები გვქონდა წარსულში. Мы можем думать о том, что я выгляжу лучше, у меня хороший ум, не такой, как у того. Но на самом деле нет смысла в этом соревновании. Мы индивидуальные души. Можем только вежливо взаимодействовать друг с другом. რა შეიძლება ვფიქროთ მე უკეთესად გამოვიყურები უკეთესი ჭკუა მაქვს ვიდრე სხვას, მაგრამ სცენარში ამას არანაირი აზრი არ აქვს. ყველა ჩვენ ინდივიდუალური სულები ვართ და ერთმანეთში უნდა ვითანამშრომლოთ. Великая глупость сравнивать себя с кем-то. ძალიან დიდი სისულელია საკუთარი თავის სხვას შეადარება. Все, что нужно, это просто понять, что это обусловленность наша, и надо от нее очиститься. ყველაფერი რაც საჭიროა არის ის, რომ გავიგოთ, რომ ეს ჩვენი განპირობებულობაა და მისგან უნდა გავიწმინდოთ. Тогда все станет естественным и ясным. მაშინ ყველაფერი ბუნებრივი და ნათელი გახდება. И мы даже не заметим, как стали духовными душами. ვერც კი შევამჩნევთ სულიერი სულები როგორ გავხდით. Мы станем привлекательными. ჩვენ ძალიან მიმზიდველები გავხდებით. Просто потому, что душа в чистом виде очень привлекательна. უბრალოდ იმიტომ, რომ სული წმინდა სახით ძალიან მიმზიდველია. Совсем не так давно вот в Грузии это провожали последний путь местного патриарха. ცოტა ხნის წინ ბოლო გზაზე აცილებდნენ საქართველოში იქაურ პატრიარქს Илью II. ილია მეორეს. Обратите внимание, сколько человек отозвалось на последний вот вдох или на последнюю вот эту дорожку в этом материальном мире. Среди них были верующие, не очень верующие, но в то же время отозвалась в каждом сердце эта потеря. და წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი მივიდა ამ ბოლო გზაზე გასაცილებლად, მორწმუნეებიც იყვნენ, ნაკლებად მორწმუნეებიც, მაგრამ ამის მიუხედავად ყველას გულში ეს დანაკარგი იგრძნო ყველა გულში. Одним словом, имея не ценим, утративши плачем.
ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ, გვაქვს არ ვაფასებთ და თუ ვკარგავთ უტირით. Эта поговорка есть в каждом языке мира. ეს გამონათქვამი ყველა ენაზეა სამყაროს. Наша задача научиться сейчас ценить наших духовных учителей. ჩვენი ვალია რომ ახლა დავაფასოთ ჩვენი სულიერი მოზღურება. Такие вот удивительные души, как Илья II, они, естественно, тащили на себе бремя очень многих людей. ისეთი საოცარი სულები, როგორც ილია მეორია, ბუნებრივად ატარებდნენ ტვირთს ძალიან ბევრი ადამიანისა. Но как много последователей думали только о духовном. თუმცა რამდენად ბევრი მიმდევარი ფიქრობდა მხოლოდ სულიერზე. Основная масса людей была в невежестве и страсти. ძირითადი მასა ადამიანების უმეცრებაში და ვნებაში იყვნენ. А что творят наши духовные учителя? და ჩვენი სულიერი მოზღურები რას აკეთებენ? Они нас духовно ориентируют. ისინი ჩვენს სულიერ ორიენტირებას ახდენენ. И вот эти антуражные такие шествия на платформе материи нам вообще не сопутствуют. და ეს ანტურაჟული სულელობები მატერიის პლატფორმაზე საერთოდ არ არის ჩვენთან. Шрила Прабхупада говорил о том, что этот материальный мир надо покинуть как туалет общественный. შლა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ეს მატერიალური სამყარო უნდა დატოვო როგორც საზოგადოებრივი ტუალეტი. И сейчас, когда мы прочитали столько удивительных стихов о великих душах, мы можем сделать вывод такой, что эти игры, они нам не нужны. Не нужно повторять эти игры через нас. და როცა ახლა ჩვენ წავიკითხეთ ეს ისტორიები შრიმად ბჰაგავატამში უნდა გავიგოთ, რომ ეს თამაშები ჩვენ არ გვჭირდება, არ არის საჭირო ეს თამაშები ჩვენი გავლით გათამაშდეს. Эти спектакли сыграны с начала до конца. ეს სპექტაკლები უკვე ნათამაშები გვაქვს თავიდან ბოლომდე. Задача просто понять начало и конец. უბრალოდ დასაწყისი და დასასრულია საჭირო რომ გავიგოთ. Но если у нас не будет силы проникновения в эти истории, у მაგრამ нас თუ არ ничего не გვექნება получится. ძალა რომ ამ ისტორიებში შევაღწიოთ, მაშინ არაფერი გამოგვიყვება. А сила в чистоте. ძალა კი სუფთავეში. Давайте очищаться. მოდით გავიწმინდოთ. Бхакти-йога – это очищение чувств и ума. ფაქტი იოგა არის გრძნობისა და ჭკუის გაწმენდა. Что делается в конце? Приносит радость, смысл жизни. და ბოლოს რა ხდება? მოდის სიხარული ცხოვრების არსი, აზრი. Пусть наша жизнь всегда будет радостной. და ჩვენი ცხოვრება ყოველთვის სიხარულით სავსე იყოს. Но возможно ли радость без Бога в центре? თუმცა შეიძლება რომ სიხარული იმის გარეშე რომ ღმერთი ჩავაყენოთ ცენტრში. Невозможно. შეუძლებელი. Он источник всей радости. ის არის მთელი სიხარულის წყარო. Поэтому все игры должны быть рядом с ним и в нем. ამიტომაც ყველა თამაში უნდა იყოს მასთან ერთად და მასში. Харе Кришна, благодарю вас за эту замечательную встречу с утра. Если можете, пожалуйста, поделитесь, что вы заберете с собой. ჰარე კრიშნა, მადლობას გიხდით ამ საოცარი შეხვედრისთვის დილიდან და თუ შეგიძლიათ გააზიარეთ, რას წაიღებთ თან. Харе Кришна, я могу поделиться. Будьте добры. Очень глубокая лекция, было много таких аспектов, очень глубоко, вроде бы просто такие истории, да, такие детали какие-то, но на самом деле вы раскрыли очень глубокие глубины в нем, и, например, очень понравилось, когда вы показали, как в уме, враги в уме Дити и в уме Индри, они сражались друг с другом. И интересно то, что отметили, что вот даже на высших планетах и вообще везде в материальном мире вот есть проблемы, даже у Индры есть проблемы, и к чему стремиться, к высшим райским планетам или что-то еще, или власти, ну, здесь будут проблемы. Харе Кришна, спасибо. И вам благодарю вас. Это очень интересно, особенно через вас, потому что
Если так получилось, что в вас что-то отозвалось, значит, я успешный. Вы проводник ко всем остальным душам. Харе Кришна, спасибо. Харе Кришна. Кто еще готов отозваться, пожалуйста? Это Вишну Шакти Прабху, пожалуйста. Харе Кришна, дорогие преданные Харе Кришна, Паджани Махарадж Прабху. Я всегда с удовольствием слушаю ваши лекции. Они всегда такие эмоционально окрашенные, очень глубокие. Вот я присоединяюсь к предыдущему оратору. И меня тоже одна вещь поразила, когда вы сравнили эту ситуацию с поклонением дети своему мужу, и сюда параллель поставили между Бхагавад-гитой 4.34. Вот, и я подумал, что это, в общем-то, тонкое проявление парампары, видимо, так проявляется, потому что ребенок, когда получает настроение служения от матери к своему отцу, а отец, в свою очередь, служит Вишну, то тогда это его как бы подключает к парампаре, потому что, уважая отца, он будет уважать и Бога. И, соответственно, он тоже будет в этом настроении. Вот это меня как поразило. До этого как бы сам бы не дошел точно, наверное. А вы все это дело так интересно обставили, что ну просто блеск. О, Блестяще. Спасибо да, я большое. вот такой, да. Ага. Да, да, да. Харе Кришна. Продолжай, у тебя получается. Кришна. Без милости духовного учителя вообще даже не надо пытаться что-то делать. Да, Кришна. Да, Харе Кришна. Спасибо большое. За хорошие слова спасибо большое. Вдохновляет. Кто еще готов как-то отразить свое понимание или свое отношение к тому, что было? Наша задача, когда мы это озвучиваем, мы фактически реализуем свое духовное право на, э, на то, чтобы передавать знания, передавая, мы что делаем? Укрепляемся. Это уходит в глубокую память. Это не тест, это способности. Мы их проявляем, когда мы в эфире звучим и делимся сокровенным. В это время происходит маленькое чудо. Мы сближаемся вокруг Шрилы Прабхупады, вокруг святого имени, вокруг отношений. Поэтому, пожалуйста, не теряйте возможность делиться милостью своего сердца. Харе Кришна, мои поклоны. Кроме всего того, что сказала Радхипушина Прабху, Вишну Шакти Прабху, это все. Мне очень нравится и помогает вот тот момент, как вы не посмотрели поступок Кашьяпы Муны, на сознание дети, как критику. Часто мы в этих моментах, когда читаем эти стихи Шримад Бхагаватам, можем смотреть, как критики прям вот собрались тут и начинаем разбирать вот его сознание, его поступок, там ее, и как она могла, и как же это так. И уже у меня вопрос назревает, и уже в прошлом назрел, как же так, Индра такой полубокий, вот теперь он хочет там свой план провернуть. И вот с самого начала лекции, когда не с таким настроением ко всему этому обращаемся, к этим личностям, да, а в другом настроении не туда критиковать, а смотреть,
Ты же знаешь, что в тебе больше всего, и каждый из нас миллиарды раз в этих ситуациях были и похуже, и все. И убрать, вот в себе убрать позицию критика, смотреть, выявлять что-то. И один момент, как вы сказали, что мы же все отдельные личности, и всегда понимаешь, что у нас у всех каждого определенное отношение с Кришной, и твое место никто не сможет занять. Но никто, потому что мы индивидуальны, и то, что есть у меня, нет у другого, то, что есть у другого, нет у меня. И поэтому эти наши места в отношениях с Кришной забронированы. Мы должны просто спокойно идти по этому пути и стараться смотреть в себя, внутрь себя. Мы говорим это все время, но это поверхность, это слова. И вот такие ситуации, такие лекции, они помогают более глубоко это все действительно сделать на глубинном уровне. Спасибо, Хари Кришна. Это благодаря милости моего духовного учителя, Шилы Прабхупады. Пожалуйста, поймите правильно, когда мы делаем попытку стать продолжением духовного учителя, что-то хорошее происходит по их милости. Шигуру Вандана – это фактически основа преданного служения. Шигуру Чаранерати Эйсе Уттамагати Джепрасаде Пуре Сарва Аша. Это по милости духовного учителя, слушая наставление его, очищается сознание. Его из уст лотосных духовного учителя, когда что-то мы слышим, мы очищаемся, и в это время становимся способны на проявление. Это не то, что я, мое ложное эго подпитывает. Нет, нет, нет. Мы транслируем. Вот это все, что можно по этому поводу сказать. И я очень рад, что в ком-то из вас это отзывается. Это моя радость. Хорошо, благодарю. А еще кто-то отзовется? Вот из этих партизан кто-нибудь выйдет? Лиц не вижу, но, по крайней мере, вот. Что мне называть вас, или вы сами как-то покажетесь? Ну, один просто взял и ушел. Молодец, по крайней мере, отразился. Вот один смелый вышел, наконец-то, на арену. Надо включить микрофон. Кришна, мои поклоны. Примите, преданные, Ай, дорогие, Прабхупад, уважаемые. Айву. Джай. Спасибо большое за лекцию. Вот. Ну, тут добавить просто сложно, что-то уже преданные все сказали. То, что было ценным. Ну, для меня, в принципе, самое ценное это то, что Бхагаватам описывает разные истории, и в основном описывает это как раз вот для того, что вы отметили, чтобы мы поняли, что на самом деле является чистым бхакти, а что не чистым бхакти. И вот мы должны стремиться к чистому преданному служению. Вот. И да, то, что вы подметили, спасибо за это. Вот Вот. партизанское движение – это не чистое бхакти. Вы обратили внимание, как я ваше пренебрежение легко смог преодолеть? Я вот такой, великий. Вот. Поклоны с Владикавказа вам. Шили Знаю себя. Прабхупаде. Все Да, и поклоны. поклоны. В следующий раз, когда я увижу, что вы где-то присутствуете, даже не здесь, а где-то присутствуете, вот в таком формате, когда вас не видно, я найду, что сказать. Поверьте, у меня есть в запасе очень много умных слов. Да, я не сомневаюсь. Окей. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. А вот что-нибудь скажут такие пользователь Z, например, это, видимо, с войны пришел человек, да? Вот Z это сейчас такое символика СВО. Кто это? Будьте любезны, проявитесь. Если можете, скажите, это было полезно для вас? Очень упорный партизан. Ладно?
Хорошо? Нет возможности. Это Шиби Прабхон в А, другом измерении и другое временное измерение там. И поэтому он может только слушать. окей, хорошо. А, а еще я вижу, вот здесь есть такие солнечные часы, это с флейтой и с павлиним пером. Красиво, да. Но не видно, где ноздри, где уши, где рот, какая прическа, ничего не видно. Харе Кришна. Ха-ха-ха. Просто поставили время здесь на час вперед. И я сейчас вот ухожу с работы, собираюсь, и поэтому я уже не включаю видео, поэтому Человек, который оправдывается, его надо наказывать. я не С вас сладости для всего ашрама. с удовольствием как Вот, еду. вы запомнили, что она должна сладости всему ашраму? Окей, не только Всё. сладость, не только. Ну, это уже как получится. Но сладости вы уже обязаны. И что вы заберете с собой, Матаджи? Во-первых, час общения с вами. Это вообще всегда чем-то наполняешься, безусловно. Э, Мне вот, у меня больше вопрос возникает, когда я раньше вообще вопросы не задавала никогда. А последнее время как-то я задала один вопрос, почему не возникают вопросы. И после этого у меня все время вопросы стали возникать. Вы говорили, что когда женщина целомудренна, она очень могущественна. Вот просто разные эти попадаются под объяснением целомудрия. Вы как бы объяснили, что такое целомудрие все-таки? Ну, это дело большого ретрита, Матаджи. Дней на 5, как минимум. Ну, как минимум, вот так. Но если в 2 словах, это абсолютная верность дхарме, мужу, в мыслях, в словах, в действиях. Это самая покорная, самая преданная слуга. Как вы на это смотрите? Преданность, Это покорность. ответ, Да? это ответ на ваш вопрос. Преданность, покорность, преданность, На всех 3 уровнях. В мыслях, в словах, в деяниях. преданность, покорность. Понятно, Харе Кришна. О, я видел большую радость в вашем голосе. Нет, ну, просто разные, в писаниях тоже разные объяснения насчет целомудрия попадались, поэтому я задала этот вопрос. Вам Вот говорила, Мандодари, жена Раваны, она одна из целомудрейших женщин на этой вселенной. Да, демоница, представьте себе. даже так. Даже так, да. А все остальное – это испорченное сознание феминизмом или, например, там, эмансипацией, которую придумали бессовестные мужчины. А глупые женщины решили эту тему поднять, развить и превратить в флаг. Вот. Причина простая. Нас обманули. Нас, тех, кто хочет быть ответственным мужчиной, и нас, кто хочет быть целомудренной женщиной. Ей воткнули беломор в зубы, сапоги кирзовые. Но когда мы заканчиваем ответственную работу по содержанию альфонсов, тогда ты превращаешься еще в милую Апсару. Потому что это выгодно. Можно удовлетворить свои чувства и попытаться не нести никакой ответственности за это. Понятно. Вот. А потом появляется вот такая очень, очень подозрительная Матаджи, как Елена Асланиди. Она через призму вот, таких коварных вопросов вот, пытается понять все-таки, есть ли что-то хорошее в этом мире, или все уже измарано черной краской. Есть такой момент тоже. Есть. Спасибо, Харе Кришна. Ари Кришна Матаджи, был рад. В следующий раз я попробую вас вытащить пораньше. Вот. И у нас поменялось время. Раньше у меня было
время включать и вас слушать. Сейчас вот я уже опаздываю даже, я должна уходить. И... Если еще будут продолжаться оправдывания, я не только Нет, с вами, а попробую еще каждому по автомобилю. это факт, это не оправдание. Да. Харе Кришна. Мои поклоны, Харе Кришна. Удачи вам, всего самого хорошего. Благодарю вас за возможность быть с вами. Да. Подождите, Ахали Драупади Мандода Ритара. Во, здесь целый список, ребята, вот смотрите. Удивительно. Вот она. 5 самых целомудренных женщин. Ахали Драупади Мандодари. Потом Тара, Кунти. А еще есть Гандхари. Еще к ним Гандхари. Итак, что такое целомудрие? Это высшая форма благочестия. Это то, что Кришна опекает лично. А если он лично опекает, кто-то может там повредить. Нереально, даже не пытается. Кришна это может защитить всегда. И он всегда это защищает. Окей. Организаторам мое почтение. Благодарю, что пригласили на такую хорошую встречу с таким замечательным коллективом. Партизаны будут расстреляны, естественно, да? Вот, потому что вы лишаете нас удовольствия, радости, лишаете нас своим присутствием. От того, что вы выглядите очень круто на фотографиях, это не дает вам права быть в тени. Вот, ваши фотографии – это только ваша фотография. Вот так развенчиваю. Что делать? Моя роль такая сегодня. Харибол. Вся слава Шри Прабхупаде, а вам счастья. Харибол. Харе Кришна. Харе Кришна. Джай Махарадж Прабху ки. Джай. Джай. Харе Кришна.